Останки солдата вернутся на родину. В Малгобеке прошли торжественные проводы защитника Отечества Тимофея Никифоровича Перкова, погибшего в ходе Малгобекской стратегической оборонительной операции в 1942 году. Останки были найдены во время поисковых работ. Залина Магушкова расскажет подробнее. Ингушетия прощается с бойцом Тимофеем Перковым в городском парке. Это место символично тем, что здесь установлен памятник солдату-освободителю. Ведь благодаря миллионам таких защитников Отечества, как Тимофей Никифорович Перков, страна живет под ясным и мирным небом. Мы провожаем в последний путь, провожаем на родину одного из героев, который пал смертью, защищая наш город Малгобек. Вечна ему слава и память. Сегодня, к сожалению, тут называли страшные цифры, сколько людей у нас еще без вести пропавших, героев, имена которых неизвестны. И вот та работа, которую проводят наши поисковики под руководством Беслана Зайтова, она бесценна. Спустя столько лет солдат возвращается домой. Он будет захоронен на родовом кладбище Перковых в деревне Сергеевка, что находится в республике Чувашия. Именно оттуда в Малгобек был призван боец 2-й роты 64-й отдельной бригады морской пехоты Тимофей Перков. По воле Всевышнего с далекой Чувашии в 40-х годах он оказался под стенами нашего города. Лишний раз это доказывает, что весь советский народ со всех уголков стягивался к нашему городу, чтобы защитить наше будущее. Сегодня, благодаря таким героям, еще неизвестным, мы можем жить, учиться, растить детей, молиться. Они не пожалели своей жизни для того, чтобы мы, ихние потомки, могли все это делать. Останки были найдены во время поисковых работ в апреле этого года в рамках всероссийской акции «Вахта памяти». 5 поисковых отрядов со всей России проводили полевые работы на Терском хребте, так называемой передовой линии. Личность удалось выявить благодаря личной вещи, найденной вместе с останками. Ингушские поисковики сразу связались с коллегами из Чувашии и через несколько дней нашли потомков Тимофея Перкова. 2 внука уже ждут возвращения деда на родину. Родственники изъявили желание, чтобы он был похоронен в своей родной республике. Поднимая, останки, заметили, что среди них есть такой неправильной формы гильза. Когда подняли, это была, немецкая гильза, не совсем гильза, а гильза, в ней был вдет, гильза от российского советского пистолета ТТ и настежь закупорена. Я сразу дал команду ее не раскрывать, потому что была вероятность, что это мог быть самодельный солдатский медальон. Вечером мы уже, когда пришли на базу, в лагере, мы сзади отпилили, заднюю часть, и потом, когда потихоньку открыли, сняли гильзу от пистолета, и внутри оказалась записка. Мы его потихоньку вытолкали, и когда раскрутили, и там было написано, что этот боец Перков Тимофей Никифорович. Останки еще 11 человек были найдены во время полевых работ, однако их личности не удалось установить. Неизвестные солдаты будут погребены в братских могилах в Малгобеке. Торжественное перезахоронение состоится 22 июня, ведь именно в этот день, в 1941 году, началась кровопролитная война, что забрала из каждой семьи необъятной страны сыновей и дочерей. Мы помним подвиги наших предков, мы чтим их память и всегда будем заниматься тем, чтобы вести пропаганду, чтобы молодежь, она всегда помнила наших предков. Героическим противостоянием советского солдата в южном направлении Северного Кавказа стала оборона Малгобекского района и города Нефтяников. 4 месяца шли ожесточенные бои в ходе оборонительной операции. По некоторым данным, в ней погибло 120 тысяч человек. Известны имена только чуть более 1500. Работой по выявлению этих имен и перезахоронением солдат занимаются 4 ингушских поисковых отряда. Вы знаете, наша историческая школа номер 6, которая... Мы приняли решение о передаче этой школы поисковому отряду «Малгобек». На базе этой школы будут проходить все мероприятия, посвященные поисковым отрядам. Будем встречать наших поисковиков со всей России.
Неувидаемой славой в этом противостоянии покрыли себя 337-я, 176-я и 317-я стрелковые дивизии, а также 89-я армянская, 62-я морская стрелковые дивизии и многие другие военные подразделения 9-й и 44-й армии, оборонявшие Малгобек. Эта формировка, никто не забыт, ничто не забыто в наших сердцах. Это не просто формировка, набор слов. Это веление наших сердец, это наша память, это наша благодарность. Вечная им память и слава. Останки бойца отправляются в Республику Чувашию в сопровождении представителей администрации города Малгобек и 4 членов поискового движения Ингушетии. 10 июня Тимофей Перков спустя столько лет вернется на малую родину. В Ингушетии будут свято хранить память о герое. В прошлом году также были найдены останки солдата из Башкирии. Это разведчик-стрелок Хали Юлазович Икбаев. По архивным данным, он пропал без вести 5 октября 1942 года близ Малгобека. Его личность удалось выявить благодаря обычной бритве с инициалами. Поисковым движением Ингушетии ведется поиск родственников погибшего бойца, чтобы сообщить о месте захоронения. Залина Магушкова, Рамзан Миржоев, Новости 24.